Доброе утро! На календаре 18 марта, четверг. И сегодня от всей души приветствуем вас мы, Катерина Винокурова и Степан Федоренко. Степа, ты знаешь, что премьера оперы «Кармен», написанная Жоржем Бизе, была провальной? Да, я слышал об этом. Она состоялась 3 марта 1875 года. Да. Какие познания у тебя. Да, у меня это написано. Да, и сегодня, тем не менее, она является самой популярной оперой в мире. А в Якутске сегодня идут финальные репетиции, которые запланированы на 27-28 марта премьеры. Да? Специально для телезрителей «Утро Якутии» мы приоткроем закулисье и познакомимся с исполнителями главных ролей. Недавно мы побывали на примерке их костюмов. На Айталине Адамовой не просто сценический костюм. Как признается солистка театра оперы и балета, с ним нужно сродниться. Немаловажную роль играют детали образа, даже самые мелкие аксессуары. Шляпку вот я вот так держу, снимаю уже, понимаете, характер, поэтому это очень важно. Не только костюма, но и маленькие такие. Даже украшения могут тоже большую какую-то, хоть маленькую изюминку, но уже поменяют какой-то характер, подача роли тоже совсем меняется. Конечно, это вот тут кринолин, тут 2 юбки, корсет, это тем более артисты, у нас же диафрагма, мы же ее поем, поэтому тоже мы должны к корсету привыкать, это жест, да. Если тут будут зажимать, у меня рука дальше не пойдет, поэтому это заранее, когда шьют, и мы должны заранее уже походить по сцене, сродниться, можно сказать, уже с костюмом. Художником-постановщиком оперы «Кармен» выступил Сергей Новиков. По его эскизам пошивочные цеха театра провели масштабную работу. А для заключительного этапа работы над костюмами актеров в данное время в Якутске пребывает ассистент Сергея Новикова. Да, я очень довольна. У нас попалась очень профессиональная команда мастеров в вашем театре, потому что это очень хорошая посадка костюмов, идеальный крой. Они слышат меня с первого раза, и у нас не было, наверное, никаких проблем во время пошива. Все как по маслу. Очень доброжелательные люди, во всем помогали, словом, делом. Я очень благодарна вашему театру и за опыт работы, и за новые знакомства, и за какие-то техники, какие-то такие фишечки, которые я узнала при работе с вашими мастерами. Исполнителя роли Эскамилью Александра Емельянова вместо классического болеро зрители увидят с вышитыми национальными узорами. У Эскамилью костюмы всегда красивые, такие, всегда шикарные. Я исполнял Эскамилью в начале своего пути, в начале своей работы. А я исполнял ее в 2007 в Ростове-на-Дону. Ростовский музыкальный театр государственный. Постановка была очень такая грандиозная. Там даже использовали животных, лошадей и так далее. Спектакль в Якутске задуман как постановка в неклассическом прочтении. История, которую раскроет перед нами режиссер-постановщик Николай Маркелов, это история о театре и вокруг театра, об актерах, которые живут в театральном мире. Любимую миллионами потрясающую «Кармен» якутский зритель сможет увидеть и услышать уже 27 марта на сцене театра оперы и балета.